Эфир телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Более 200 единиц техники закупили в Якутии для борьбы с лесными пожарами. Программа «Туристический кэшбэк» начала работу с сегодняшнего дня. Какие еще изменения произошли 1 июня? В Нерюнгри начали готовиться к осени. В парке Чиряева перекладывают магистральный трубопровод. За сутки в Якутии удалось ликвидировать 4 лесных пожара на площади 150 гектаров. По данным Минэкологии региона, минувшим днем обнаружили еще 6 очагов. Также в ведомстве сообщили, что в настоящее время ведут борьбу с 10 пожарами на площади более 350 гектаров. Лес горит в Мирнинском, Нюрбинском, Сунтарском, Намском, Алеквинском и Усть-Алданском районах. На тушении задействовано более 300 человек и 40 единиц техники. Дополнительное оборудование для тушения лесных пожаров закупили в Якутии. Об этом глава Айсан Николаев сообщил о ходе программы «Якутия вперед». По его словам, в этот период возгорания в лесном массиве возникают по двум причинам. Это сельхозпалы и охотники. Но по прогнозам Якутского гидрометцентра ожидается сухая и жаркая погода в июле-августе. Принят ряд мер, в том числе при помощи федерального бюджета закуплено свыше 200 единиц техники. Она сейчас практически доставлена по учреждениям. Теперь о гидрологической ситуации на водоемах Якутии. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка у метеостанции Хабарова, нижняя у населенного пункта Кюсюр. Критических уровней нет, вскрытие устьевой части ожидается в первой пятидневке июня. На реке Алазее активная фаза проходит по территории Среднеколымского района. Допустимые уровни воды не превышены. Далее на реке Индигирки ледоход в Валайховском районе у Чукурдаха. Протяженность 70 километров. Вскрытие в устьевой части ожидается в первой пятидневке июня, как и на Яне. Там активная фаза ледохода проходит по территории Устьянского района. Критических уровней нет. Информацию о паромных переправах, расписании рейсов, стоимость перевозок и движения паромов теперь можно отслеживать через мобильное приложение «Паромы Якутии». Сервис доступен в цифровых маркетах Google Play и App Store. Приложение разработано Республиканским центром инфокоммуникационных технологий. К сервису сейчас подключены 2 паромные переправы. Это Якутск-Нижний Бестях и Качекацы-Максоголох. Для отслеживания передвижения паромов в режиме онлайн на судах устанавливают специальные трекеры. В течение сезона к приложению будут подключаться и другие переправы, действующие на территории региона. Программу туристического кэшбэка продлили с сегодняшнего дня. Благодаря ему россияне теперь смогут вернуть часть потраченных средств на билеты и путевки внутри страны. Какие еще изменения произошли 1 июня? Обзор моего коллеги Петра Васильева. Программа туристического кэшбэка за отдых в России, действие которой изначально должно было завершиться 15 июня, будет действовать до конца 2021 года. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин. По данным на май 2021 года, данной программой уже воспользовались почти 1 миллион россиян. Им вернули порядка 4 миллиардов рублей. С 1 июня меняется и порядок рассмотрения конфликтных ситуаций, связанных с возмещением ущерба по ОСАГО. Теперь такие ситуации будут разбирать финансовые омбудсмены. К ним можно будет обратиться по выплатам давностью до 3 лет, если самостоятельно договориться с автостраховщиком не удалось. Жалобу в электронном виде рассмотрят за 15 рабочих дней, в остальных случаях – за 30. Для граждан процедура будет бесплатной. Также с 1 июня расширяется круг лиц, имеющих право на получение компенсационной выплаты в случае ДТП по договору ОСАГО. Например, выплату сможет получить наследник или представитель потерпевшего с нотариальным правом на ее получение. Вводятся и новые штрафы. Штрафовать будут владельцев транспортных средств с поврежденными или отсутствующими ремнями безопасности. Причем сумма наказания составит 500 рублей. Прекратит свои действия постановление правительства о заморозке оптовых и розничных цен на сахар. В данный момент крупную партию песка можно купить за 36 рублей за килограмм. В простом магазине за 1 килограмм придется отдать 46 рублей. С 1 июня изменится порядок назначения повышенной пенсии. Он в первую очередь затронет жителей северных районов. При назначении будет учитываться район проживания. К первому летнему дню подавать это заявление не нужно. Специалисты пенсионного фонда самостоятельно оформят все необходимые документы. Но уже в июле вернется старый порядок, по которому раз в год необходимо будет подтверждать свое место жительства, а с ним и право на получение повышенной пенсии. С июня вступают поправки в закон о связи. Теперь сим-карты нельзя будет купить вне специальных салонов.
Также при покупке карты россияне должны будут заключать договор и предъявить при этом оригинал паспорта или любого другого удостоверения личности. Продажа сим-карт в непредназначенных для этого местах будет наказываться административной ответственностью. Новый закон о просветительской деятельности вступит в силу с 1 июня. Он призван оградить школьников и студентов от пересмотра исторических фактов и событий, которые могут подавать под видом новых знаний. С 1 июня и до конца лета в стране будет действовать запрет на вывоз гречневой крупы за рубеж. Такие меры правительство приняло из-за низкого урожая. Также на решение повлияло подорожание упаковки крупы. 12 июня в стране отмечается государственный праздник – День России. Поэтому граждан ждут очередные длинные выходные с 12 по 14 июня. Отдохнуть 3 дня подряд получится из-за того, что в этом году праздничный день приходится на субботу. Поэтому выходным станет ближайший к нему понедельник – 14 июня. Третья вакцина от коронавируса Ковивак стала доступна для якутян. Препарат завезли на прошлой неделе, а на сегодня он распределен по многим региональным медучреждениям. По имеющейся информации, Ковивак разрабатывалась по классической технологии, состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи термической обработки. По мнению специалистов, Ковивак – вакцина мягкого действия, она практически не вызывает поствакцинальных реакций. Препарат такого рода разрешено применять даже хроническим больным. А вот поступила вчера у нас вакцина Ковивак. Это института Чумакова вакцина, инактивированная, концентрированная и очищенная. Это очищенный коронавирус. Они делают же, в институте Чумакова делают традиционные наши вакцины. Все вакцины делают. И корь, и от полиомиелита. И даже детям, они же давно же получаем, детского возраста получаем. И вакцина очень, по-моему, очень хорошая. В перинатальном центре для женщин с ковидом сформировали акушерско-инфекционное отделение. В нем на сегодняшний день работают 20 коек. По статистике, за 2020 год там родились от матерей с коронавирусной инфекцией более 200 ребятишек. В этом году 70. У всех анализ ПЦР отрицательный. Также в изолятор поступают новорожденные из других медицинских учреждений, которые болеют ковидом. В перинатальном центре они получают лечение. С выздоровлением переводят на второй этап выхаживания в отделение патологии. Во-первых, сформированы карантинные зоны. На уровне приемного отделения, когда беременные поступают, у них делается забор на ПЦР, анализ на ковид, да, и ИХ. Затем они переходят в родильное отделение, получают там уже результат. Рожают женщины там в карантинных зонах, в отдельных родовых залах, которые рассчитаны на одну беременную женщину, на одну родильницу. Да. И только после этого, при получении результатов, женщины переводятся в наше акушерское физиологическое отделение. К другим темам. Городская администрация Ленска выделяет компании «Техносервис» средства на очистку дорог. Но уже не зимой от снега, а летом от песка. Практикуют это второй год. В результате под толстым слоем обнаруживаются даже пешеходные дорожки, которые уже десятки лет не видели жители. В этом году проводится очистка на улице Каландрашвили и Фурманова. Ведется выемка грунта, сделана планировка тротуаров. Работа кипела все выходные. Помимо грейдеров работали пылесосы, поливные машины и погрузчики. Вывезли мы с нее где-то, наверное, около 300 кубометров песка. Около, наверное, 20 с чем-то машин там вышло. Это именно с обочин. Как бы все края занизили, все под грабельки. В основном идет на зачистку уже ручная работа и так далее. Сейчас вот придут сюда пылесосы ручные, будут выдувать всю этот песок, как бы оголим до бетонки. Мы зашли даже на Фурманова, нашли даже те тротуары, которые вот под таким слоем песка находятся. Нерюнгринская ГРЭС приступила к плановой перекладке магистрального трубопровода в восточной части парка культуры и отдыха имени Черяева. В соответствии с профильной программой сейчас идет подготовка энергообъектов к следующему осенне-зимнему периоду. Наш корреспондент на месте Ирина Кичигина продолжит. В ходе ремонта энергетики заменят 530 погонных метров трубопровода диаметром 273 мм, выполнят замену изношенной теплоизоляции на новые базальтовые маты и стеклопластик. Работы планируется завершить 16 июня текущего года.
Парковая аллея, где производится замена труб, будет благоустроена за счет программы формирования комфортной городской среды. Главная задача, чтобы подрядчик закончил все работы вовремя и в срок и сдал нам восточную часть парка уже в новом виде. Вся эта благоустроенная территория, вот восточная центральная аллея, она для отдыха будет предназначена. Там отдыха. У нас там будет построена новая аллея детства, там небольшие развлечения для детей. У нас должен быть построен в центре пешеходный фонтан. Работы по замене теплотрассы в данном месте были запланированы на июль 2021 года. Но в связи с масштабной реконструкцией парковой зоны энергетики приняли решение о переносе работ на более ранний срок, чтобы не портить внешний вид преобразованного парка. В данный момент выполнены земляные работы, вскрыты каналы теплотрассы, осуществляется демонтаж старого оборудования. Далее начнется этап монтажа нового трубопровода с последующей врезкой в действующую сеть. Трубопроводы прослужили в данном случае именно эти более 30 лет. Срок годности у трубопроводов 25-30 лет. Эти уже больше 30 лет, поэтому необходима замена трубопроводов. По окончании работ будут проведены гидравлические испытания, что покажет качество выполненной работы. Также будут проведены лабораторные испытания. Замена данного участка трубопровода не несет ограничения теплоснабжения потребителям. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Наших спортсменов, которые заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по адаптивным видам спорта, уже здесь, в Якутске, наградили денежными сертификатами. На прошлой неделе в чемпионате России по пулевой стрельбе среди глухих Евдокия Катаргина выиграла золотую медаль, а Мария Егорова заняла 2-е место. Тем самым они завоевали путевки на Сурдлимпийские игры 2022 года. А команда якутских пауэрлифтеров достойно представила наш регион на чемпионате страны среди слабовидящих. Так, Игорь Сазонов и Людмила Пахомова завоевали золотые медали. Итоги чемпионата положительные, можно сказать. Мы свою задачу выполнили, цели достигнуты. У нас 2 спортсмена отобрались на Сурдлимпийские игры. Они должны были состояться в декабре этого года в бразильском городе Кашиас-ду-Сул, но в связи с пандемией их перенесли на май следующего года, с 1 по 15 мая. В следующем году они будут. Так что время есть подготовиться. А к этой минуте пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня.